Я хотел бы обратить внимание и рассказать несколько штрихов, будучи президентом республики, как я, по крайней мере, пытался решать эту проблему. И наблюдал, на что реагирует больше населения, на какие меры, которые мы принимаем. И все же наиболее эффективным принято в то время мер, я считаю, это выделение беспроцентного кредита жителям республики. 90-е годы, тяжелейшие годы, люди годами зарплаты не получали, но понимая, что эти годы пройдут, а если мы не решим вопросы демографии, не с кем будет работать дальше. В чем заключается беспроцентный кредит? Это мы с своего бюджета выдавали людям кредит без процента, а погашали его рождением ребенка. За первого ребенка мы списывали 25%, за второго 25%, а третьего полностью списывали этот кредит, бюджетный кредит. И люди очень активно подключались, и многие жилье строили своими собственными силами, вместе с родными, вместе с друзьями и так далее. За это время, за 10 лет, мы построили 5,5 миллиона квадратных метров и заняли Российской Федерации первое место по вводу жилья. А сегодня при такой помощи государства и материнского капитала, и льготного кредитования, выделение суды и так далее, республика строит только 500 тысяч квадратных метров. Есть разница? Конечно, есть. И поэтому надо общим усилием подумать, что беспроцентных материнский капитал это что значит? Ну, это 3-4 метра квадратных метра. У нас стоимость порядка 120 тысяч квадратных метров стоит сегодня. Ну вот разделите там на 5, на 500-600 тысяч рублей, и вы получите 5-6 квадратных метров. Разве это помощь? Потом мы на всю страну говорим, что вот мы помогаем, понимаете, и через материнский капитал, чтобы люди строили. Это идет унисон, то, что недавно президент страны поставил задачу, сколько миллиардов квадратных метров ввести. Могу предположить, что 1 триллион. 1 триллион. Потому что в России строится примерно чуть больше 100 миллионов в год. Да. 1 триллион квадратных метров. Это сами как раз все ресурсы надо мобилизовать на строительство жилья, чтобы закрепить людей, чтобы обустроить их. Следующее, чтобы люди не волновались в те тяжелые времена, мы открыли специальный банк, назвали его «Банк знания», и положили на каждого учащегося сельской школы, а их было 87 тысяч, 8 миллиардов 700 тысяч сберкнижки. С 1 класса по 11 класс. И родители чувствовали, что поддержка есть. Когда окончит школу, накопится, нарастет, и он свободно поехал бы учиться. Это вторая очень эффективная мера была.
мы изучали, мониторинг проводили, как реагирует наше население на те или иные моменты. А сегодня какое-то непонятное субсидии, суды и так далее, кредиты. Абсолютно. Вроде смотришь, много их, оказывается, помощь. Даже детское пособие не все получают. Как это так? Если чуть маломальской зажиточной семье родился ребенок, у него прожиточный минимум больше, он не получает. Почему такая дискриминация? Ребенок-то родился, положено. Надо всем выдавать. И последнее. Уважаемые друзья, исходя из своего опыта, я должен сказать, все же за это в масштабе республики, субъекта кто-то должен отвечать. Поэтому я предложил бы всем создать при главе республики, при главе края и так далее комитет по делам женщин, материнства. Вот я наблюдаю, сейчас идет десятилетие детства. Кто занимается этой проблемой? Дед вспоминает, что есть десятилетие детства. У нас в координационном центре кто руководит? Татьяна Алексеевна Голикова возглавляет Координационный совет. Так. А республика кто? Так? Да вы по делам молодежи дали. По делам молодежи. Вместе с Минтрудом. Так? Очень все четко. Это абсолютно негодная практика. Их самих надо воспитывать. Они видят по-другому, Михаил Так. Васильевич. Поэтому, если мы не создадим при главе эту мощную структуру, которая пользуется авторитетом, кто у нас пользуется авторитетом? Не зампредседателя, а, наверное, глава. Так ведь? И организационные, финансовые вопросы решает глава. Поэтому этот орган должен быть при главе. Вот тогда, если через 3-4 года мы вернемся, посмотрим, картина все же несколько изменится. Большое спасибо. Не обижайтесь, если, возможно, вот наши коллеги из центра, они народ обидчивый обычно. Так. Но мне все же позволено, имея опыт работы, в виде помощи вам, советам. Все же в таких совещаниях надо ставить вопросы не с точки зрения, что мы решили, которое эффекта не дало, а что следовало бы решать. Вот так надо вопрос ставить. А то, что вот существующие льготы и так далее, все знаем мы, все болеем, переживаем, говорим мало. Поэтому вы вот раз сюда приехали, мы хотели бы услышать ваше мнение, ваши соображения, ваши философии, так, в отношении данной проблемы. Как хотелось бы решать. Вот так бы ставили. Мы мы не обижались бы на вас, не сказали бы, что он приехал и обещал то-то, а потом не сделал. Нет, мы понимаем ваше положение. Но когда с народом вы разговариваете, все же говорите о больных вопросах, которые еще не сделаны, которые хотелось бы и как
ваш партнер рассматривает данную проблему. Спасибо, друзья. Михаил Ефимович, спасибо вам за мудрость поколений. И я думаю, что те предложения, уверен, которые вы озвучили, они должны стать частью резолюции 7-й конференции. Особенно, последнее предложение, касающееся советов. При президенте Российской Федерации создан и работает уже несколько лет Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. 27 июня будет очередное заседание Совета, посвященное духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Я считаю, что это, конечно, очень важная структура, которая напрямую доносит главе государства о тех проблемах, которые существуют. И ваше предложение создать подобный совет, не говорю, что именно такой при главах руководителей, мне кажется, что это абсолютно правильное предложение, которое позволит работать в всех координациях. Вот у нас еще Марат Маратович хочет, по-моему, сказать. Да, первый я хотел поправиться, не 1 триллион, а 1 миллиард. Все-таки, да, финансисту вредно так ошибаться, да, 1 миллиард квадратных метров. Я хотел, Михаил Ефимович, во-первых, поблагодарить вам за те предложения, проблемы, которые вы озвучили, и даже хотел вас уверить, что половина из этих предложений уже решены. Во-первых, у Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики 3 офиса. И у меня только 20 сотрудников, которые работают постоянно и проживают в Хабаровске. Это Хабаровский офис, есть офис во Владивостоке, есть офис на Камчатке. Речь шла о том, чтобы вас переселить. Да, вот, я готов, как партия решит. Вот, комсомол ответит, как говорится, готов. И вот, омолаживание, конечно, и то, что делается большая работа там в рамках с Росмолодежи, вы знаете, что сейчас образована, точнее, вот новый виток жизни, подкомиссия Госсовета по молодежной политике, они решают очень большие задачи. И будем надеяться, что совместными усилиями, конечно, эту задачу решим. И вот последнее по поводу бюджетного кредита на физических лиц. Я проработал 18 лет в Министерстве финансов, и эту, так скажем, практику знаю не понаслышке. Вот. И сейчас та ипотека, те возможности, которые есть, это по сути тот же бюджетный кредит, только более выгодный. Потому что сейчас на самом деле мы говорим 2%, но это предельная ставка. И на самом деле ВТБ, например, они в ряде случаев дают ставку 0,5%. То есть это практически тот же беспроцентный кредит. Но безусловно, в ряде случаев, может быть, даже и беспроцентный кредит не нужен, а нужно предоставлять это жилье многодетным семьям, возможно, каким-то отдельным категориям, врачам, учителям, тем, в которых государство заинтересовано. И вот эту советскую практику, конечно, многие регионы с учетом тех возможностей, которых у них есть, они перенимают. И, конечно, дай бог, если вот я еще отвечаю за вопросы финансов, когда мы увидим бюджетную обеспеченность выше единицы регионов, я уверен, многие планы, многие мечты, они станут реальностью. А пока, конечно, пытаемся максимально все ресурсы использовать продуктивность. Но я просто хотел вас уверить, что половину из тех задач, которые вы ставите, они уже решены. Вы всегда сравнили эффективность принимаемых. Микрофон. Микрофон. Вроде даем мы, а где дети-то? Детей-то нету. Вот всегда надо исходить. Согласен. А Личным примером, да. А что мне лапшу вешаете-то? Ну, так не годится. Михаил Ефимович, мне кажется, мы должны прежде всего испытывать уважение к старшим. Это мое искреннее чувство. И прислушиваться. Потому что все-таки вы, как мудрый человек, сейчас говорили абсолютно мудрые вещи, которые мы должны воспринимать и понимать. И принимать в работу. Это, если мы будем так двигаться, в таком, например, может, я там беру лишнее как модератор, я думаю, что если мы будем это воспринимать именно правильно, я думаю, что от многих ошибок мы избавимся в будущем. Потому что многие вещи управленческого опыта, знаний, общественных, и все-таки те, кто прошел такой опыт, как вы, опыт 30-летней истории
последней истории и до этого истории, тут, конечно же, вы видите это совершенно с другой высоты управленческого опыта и мудрости ваших лет, и мудрости поколений, я об этом сказал. Поэтому, мне кажется, здесь мы вне дискуссии должны быть. И я хочу поблагодарить вас за те мудрые слова, за те напутствия, которые вы нам сказали. Это такие предложения, но я думаю, что у вас есть что сказать гораздо больше для нас. И за те инициативы, которые вы проводите. Одна из них, например, фонд «Будущее поколения», она записана в концепцию демографической политики Дальнего Востока, а фактически она взята как идея, которая реализована в Республике Саха-Якутия. И благодаря ей построено много объектов социальной инфраструктуры, и многие вещи мы можем видеть положительно. Мы вчера смотрели, я лично посещал вашу Академию дошкольного образования. Вы сохранили дошкольное образование в том виде, более того, приумножили. Это видно, а это ведь по большому счету инвестиции в будущее поколение. Поэтому мне кажется, что мы находимся сейчас, прослушав вашу речь, вне дискуссии, а скорее всего мы находимся мы как раз в процессе воспринятия ваших предложений, как наставлений, как мудрых идей, и они, конечно же, войдут и в резолюцию только как часть письменная для того, а так мы внутренне должны воспринимать все, что вы говорите, с чувством благодарности. Огромное вам спасибо. И я как модератор должен идти очень быстро, но видите, мы не можем быстро идти. Сейчас буквально объявляется короткое 5-минутное интервью. Я думаю, что